В эфире программа «Доброе утро, Уфа». И это утро сегодня встречаем вместе на канале «Башкортостан-24». В студии для вас работает Артур Максютов. Здравствуйте. Меняются сезоны, и на смену лету пришла осень. Но сезоны меняются не только в природе, но и в театре. А вот чем удивит наших юных зрителей в этом сезоне Башкирский государственный театр кукол, узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях Диана Гараева, заведующая литературной частью Башкирского государственного театра кукол, и Айрат Ахмедшин, народный артист России и Республики Башкортостан. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана, расскажите, пожалуйста, чем будете радовать наших юных зрителей в этом сезоне? Ой, у нас очень много нового произошло, очень много интересного, новых спектаклей замечательных. Не так давно, 7 октября, у нас прошла премьера, грандиозная, большая, масштабная, спектакль «Сабантуй» по пьесе Владимира Аношкина. Наш директор Альберт Имамудинов, он же выступил в качестве режиссера-постановщика спектакля. Совместно с драматургом Владимиром Аношкиным решили показать уфимцам, жителям Башкирии, свою альтернативную историю возникновения праздника Сабантуй. Как он образовался, почему. И они придумали интересную историю вот про такого юношу по имени Хайлехес, как он ищет себя, как он путешествует по свету в поисках смысла жизни, помогает другим людям, и через своим добрым сердцем он помогает и другим. И Сабантуй наступает. Преодолевая по пути трудности, да, он развивается, растет и обретает себя. А есть ли планы, сколько будут показывать спектакль? Спектакль у нас вошел в репертуар нашего театра. Пока мы работаем в условиях в дорожно-полевых, мы в гостях находимся в Театре оперы и балета. И этот спектакль зрители, скорее всего, уже увидят в новом здании нашего нового театра, который после реконструкции откроется уже совсем скоро. А скажите, в спектакле «Сабантуй» сколько кукол задействовано и сколько, соответственно, актеров? 10 актеров. Этот спектакль, всю эту тему разложили на 10 исполнителей, актеров. Ну и там, значит, вот 5 или 6 персонажей, они куклы. В основном артисты живьем, потому что они там и скачки на лошадях, и всякие, и медведь там появляется, и ездит маски. там, и маски там. Ну, очень разноплановый спектакль. Вот. Вы говорите, скачки на лошадях, а как это можно продемонстрировать на сцене с помощью кукол? А это Кукольные лошади. Кукольные лошади большие. Артист в лошадь заходит. Костюм. Как костюм на себя То есть одевает. это не такие куклы? Нет, большие да. куклы. Да, большие Ростовые. куклы. Да, и Они как ростовые. Актер как будто сидит на них, передвигается своими ногами, но как будто кукла бегает. Теперь понятно. Айрат Акрамович, я знаю, что куклы бывают разные. Да. Угу. А расскажите, какие? Ой, кукол наименований много. По системе кукол. Вот. А вот это вот... В данном это куклы планшетные, потому что они на руку не одеваются, но управляются руками актера. Они по полу должны ходить. Но в данном случае вот эта принцесса, она всегда стоит около своего отца. Отец у нее хан, он стафажный. Поэтому ей не обязательно ходить. Ходить не надо, но она жесты делает, она вращает головой, когда разговаривает, на партнера. А как она вращает головой? Ну, Диана, вот у нее вот такая... Дианочка, подержи вот этого товарища. Вот. Вот она. Вот у нее голова, вот она общается. А что там сзади? Какая-то ручка? Там специально... Показать, да? Да, давайте Кухню покажем на эту показываем. камеру. Вот, смотрите, для удобства. Вот, смотрите. Вот это туловище держится. Вот. Вот голова. А крайние палочки это для палочки рук, да? это скрытые трости. Вот тут тоже виды тростей бывают разные. Но вот эти трости, они сделаны только для того, чтобы сделать какой-то жест. Папа, папочка, вот видите, она не должна вот так махать, а вот какие-то жесты вот она делает, понимаете? Вот. Трости вот скрытые у нее. Ой, господи, лицо-то я ей закрыл. Красавица, вот. Вот она, вот. Ну, привет. Вот она. Ага, сейчас. Так, давай. Привет, вот, красавица. Да, здравствуйте. Привет. Вот это планшетная кукла, потому что вот она должна вот так ходить, если по полу. И стоит. Но в данном случае видно и артиста, понимаете?
Тут секрет такой должен быть, потому что и артисты видны куклу, а зритель-то смотрит, на кого ее смотреть. Чем виртуознее и правильнее он работает с куклой, обращаясь с партнером, тем зритель все внимание ей уделяет. А они, держи, сейчас я встану. А не так вот я, здравствуйте, я сейчас это. Видите, я тоже двигаюсь, и кукла двигается. Поэтому ты не должен внимание на себя обращать. Я вот должен все вот через куклу, только кукла. А ты только должен говорить в образе и в характере. Ну, эту куклу, естественно, женщина играет, актриса. Я просто вам показываю, как надо ей управлять. А скажите, пожалуйста, это сложно, когда актер, ведь он должен и двигать куклу, и еще и озвучивать, вот еще это... и проявлять эмоции. А как же. Вот это и есть кукловождение. Это же не просто вот куклы дергать и двигать. Это уметь надо все делать. Но все это должно органично быть. Кукловождение – это передача внутреннего состояния персонажа. Вот я говорю с вами, вот я куклы, вот, допустим, рассказываю. Понимаете, что? Я передаю свое внутреннее состояние. Но я не должен вот так вот: здравствуйте, ребята, сейчас я вам покажу спектакль. Я на себя все внимание взял, понимаете? А вот это и есть сложности, понимаете, даже какой-то дар артиста кукловода, который должен... Ну, это, как бы сказать, планшетная кукла, она более легкая в управлении, но, тем не менее, закон-то все равно одинаковый. На себя внимание не брать, а чтобы кукла все это делала. А скажите, а кукловождению, да? Кукловождению нужно обучаться? Или актер сам как-то в процессе получает такие навыки? У нас есть артисты, которые закончили вот Горьковское училище. Специально там артистов готовят кукольного театра. Наш институт искусств готовит артистов театра кукол. Вот. Но это же они... не значит, что ты вышел, и ты уже артистом стал, диплом получил. Это подготовка молодого актера для работы в театре. А уже учится непосредственно и развивает свой актерский талант, если таковой есть, он уже на практике в театре. А непосредственно вы, например, даете какие-либо мастер-классы молодому поколению? Учите? Ну, конкретно, я был педагогом, я 13 лет обучал, но в данный момент я от этого дела дошел, но я мастер-класс показываю. Вот. Конечно, молодые артисты, если они подходят ко мне и спрашивают, а как вот это, я с удовольствием объясню. Если надо, я покажу ихние куклы, которые им дали, там, роль играть этой куклы, и это покажу, как, что надо делать. Но это не значит, что он тут же повторит, и с завтрашнего дня понеслась, начнет так же показывать, как знаменитый артист. Нет, это учеба. На ошибках же учатся, понимаете? Чем больше ты ошибок сделал, тем больше они отойдут в сторону, у тебя начнется правильно. Учеба с приходом в театр на практике. На ролях учатся молодые артисты. Так, но это у нас были две планшетные куклы, как вы сказали. Да, и Диана, они участвуют непосредственно в новом премьерном спектакле «Сабантуй». Да. А еще какие куклы есть? Вот у Дианы на коленках. Это классическая тростевая кукла. Она, конечно, в этом спектакле не участвует. Я ее просто взял для примера, чтобы показать, какие куклы. А почему тростевая? Бывают. Сейчас я вам объясню. Тростевая, потому что руки у нее управляются тростями. А тростями могут быть... трости могут быть сделаны из палочек, как вот сейчас вот тут вот есть, понимаете? Или там из проволочек. Вот. Трости. Трости управлять руками. Вот. Вы одной рукой управляете его двумя руками. Да, потому что одна рука у меня, вот она, машинку держит. Это самое управлять головой. Сейчас я немножко неправильно взял. И что это такое? Сейчас, одну секундочку. Это все работа. Прежде чем артист приходит на работу играть спектакль, он должен проверить свою куклу как инструмент. Как инструмент проверяет музыкант, понимаете, как звучит, все ли там запало или не запало. А бывает ли такое в вашем театре, что за определенным артистом закреплены определенные куклы? Обязательно. Или вы можете меняться? Нет. Это же конкретный образ, конкретный персонаж сделан именно для этого спектакля, именно для этой роли. Вот. Реквизит раскладывает, реквизиторша куклы, артист приходит заранее, проверяет свою куклу, одевает, берет ее в руки, кладет в нужное место, если по реплике надо выйти. Вот тростевая кукла, она самой сложной является кукла в управлении, но она и самой выразительной, понимаете? Она же жесты делает, вот так вот. Она даже ладошки двигаются, да? А как же. Многие артисты, к сожалению, даже не знают, что это же все как человек. Не зря говорят, что такое театр. Театр – это зеркальное отражение жизни, но только происходит на сцене. Вот, две трости. Раз,
Раз, вот, пожалуйста. Вот он стоит, задумавшись. А еще он может сделать вот так. Смотрите-ка. Оп. Ой, так это чертик. Это чертик, это из старого спектакля «Чертова мельница», который у нас был выпущен в 1978 году. Имел потрясающий успех. Там все было сделано именно тростевыми куклами. Вот. То есть сколько ж ей лет-то этой кукле? Ну, 78-го года. 22 до 22, ну, 43-45 лет. Вот, пожалуйста. Он в аду был как черт, с хвостом, голый ходил. Вот, в копыта. А вот он наверх пошел по заданию главного черта, чтобы обманывать людей, чтобы затащить в ад. Вот он в таком обличии был. Конечно, рога он не показывал, чтобы его сразу его, так сказать, чтобы он не выдал сам себя. Эта кукла сейчас участвует в каких-либо спектаклях? Нет, нет. Потому что куклы эти делают к конкретному действию, к конкретному делу, к конкретному спектаклю. А сохранилась она у меня. Ну, у меня сохранилась. Я вот ее храню и для того, чтобы показывать молодым артистам. Ну, конечно, у нас и сегодня в театре есть тростевые куклы в разных спектаклях, да, и «За ширмой» есть спектакли вот такого плана, что и артиста видно, и кукол. Не зря же говорят, что театр кукол – это синтетический театр. И артист может играть, как драматический артист. А еще самое сложное то, что артист, он играет как драматический, но он передает это все через куклу. Вот, понимаете, что? А самый главный секрет, я вот сейчас скажу, я не всегда это говорю, актер, хороший артист, должен работать через куклу, отталкиваясь от куклы. То есть я соединен с ней, понимаете? Вот, я не так вот, я говорю, и кукла говорит, нет, каждый взгляд, каждый жест, понимаете? Потому что жест у куклы должен быть, чем он скупее, тем он выразительнее, понимаете? Вот да, у него даже глаза заблестели, он сейчас. Конечно. Когда он смотрит на меня. Вы посмотрите, вот у него же маска-то не меняется, она же как скульптура сделана, мимики нету. Но когда ты внутреннее состояние свое передаешь путем руки через куклу, и такое впечатление, что она меняет даже взгляд, и характер, понимаете, чего? Вот видите? Вот. Но это черт в данном случае, а и же другие персонажи. Вы сказали, что на каждый спектакль изготавливаются отдельные куклы. А это тогда за всю историю театра сколько ж кукол у вас накопилось? Ну, они же периодически приходят в негодность. Вот, их списывают. Вот, а потом спектакли же, они же... Вот лично я участвовал, наверное, в 150 спектаклей разных названиях. Но сыграл там 250 ролей, понятно? Но спектакли, они же, идут сколько-то лет, их немножко откладывают в сторонку. Потом наступает время, опять возобновляют, что-то реставрируют, показывают. А потом тема уже ушла, другая, сегодня требуется другое, понимаете? Ну, спектакли это списывают. Вот, хорошие выразительные куклы, конечно, оставляют для истории, для музея, который у нас, кстати, будет. Вот, а так, списывают, куда-то раздают, кому-то дарят, что-то вот уничтожают, что-то переделывают. Но к каждому новому спектаклю наши цеха делают новые куклы, новые персонажи, ничего старого не перекрашивают, все делают заново. У нас фабрика, а фабрика, это значит, все делают, покупают только материал, там, допустим, тряпочки и другие там вещи, а все делают сами. Цеха шьют, столяр работает, делает декорации, художники там лепят. Завод. А каждую куклу изготавливает один человек? То есть и папье-маше, и костюмы шьет, или это разные? Разные. У нас, допустим, цех бутафорский, где делают вот реквизит. Они все умеют. Они и шить умеют, и лепить умеют, и папше, и все. Столяр, и другой там у нас это помощник его. Он делает механику. Тут там целое производство цеха. Придумывает все один художник. Художник придумывает. Всю концепцию. Да, Спасибо. придумывает художник вместе с режиссером, с постановщиком. Диана, и давайте в конце нашего разговора подытожим. Ваш театр кукол подготовил премьеру для юных зрителей. Что это? Одна из премьер, как я уже рассказала, это спектакль «Сабантуй». Его можно будет в новом здании увидеть. Следующая премьера – это «Аленький цветочек» в постановке народной артистки Республики Башкортостан, заслуженной артистки России Ольги Шарафудиновой по известной сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек». Премьера состоится в ноябре. Тоже в дальнейшем этот спектакль будет идти на большой сцене нашего нового театра. Да, мы, кстати, переезжаем уже в декабре в новое здание.
в конце ноября нам уже сдают наше новое здание, мы должны его принять. И в декабре уже начнем новогоднюю кампанию в новом здании. Будем показывать спектакль «Щелкунчик» на большой сцене и на малой сцене, что такое Новый год для самых маленьких зрителей. Спасибо большое. Спасибо за ваше участие в нашей программе. А я напомню, что мы говорили о новом сезоне Башкирского государственного театра «Кукол». И у нас в гостях были Диана Гараева, заведующая литературной частью Башкирского государственного театра «Кукол», и Айрат Ахмедшин, народный артист России и Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем телеканале.